представляющего угрозу демографическому балансу в Абхазии. 12. Легализация торговли с Грузией, выдача разрешений на открытие магазинов беспошлинной торговли на границе с Грузией. 13. Недостаточное и хаотичное действие руководства по усилению обороноспособности страны. Неверная оценка военных угроз и связанных с ними приоритетов финансирования армии. 14. Отсутствие экономического роста собственного производства, экспорта, дефицит республиканского бюджета в размере более 1,5 миллиарда рублей. Требуем от президента подписания указа об отставке Кабинета министров Республики Абхазия, отзыва соглашения по госдаче Пицунды, возвращения к социально ориентированному тарифу на электричество, остановки продвижения законопроекта о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов и соглашения с Российской Федерацией о признании и проведении в исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам. Если в течение 2 недель глава государства не выполнит все наши требования и не подпишет указ об отставке антинародного кабинета министров, политические партии и общественные организации объявят дату проведения акции протеста в городе Сухум. Подписали Республиканская общественная организация АРЛА, Республиканская общественная организация АНД, Республиканская политическая партия ФНА, Республиканская политическая партия ПСН, Республиканская общественная организация АМТА. Вот такой политикой во всех сферах жизнедеятельности государства, а именно: первое, полное отсутствие обещанных социальных и экономических реформ. Второе, невыполнение мер защиты граждан в разгар пандемии коронавируса, отсутствие своевременных и скоординированных мероприятий по приобретению вакцин и медоборудования, повлекшие за собой коллапс в медицинских учреждениях и смерти наших граждан. Третье. Отмена системы электронных расчетов с пенсионерами, проведенная под надуманным предлогом в разгар пандемии. Четвертое. Легализация деятельности по добыче криптовалют, ставшая причиной тяжелейшего энергетического кризиса, существенно ухудшение качества жизни граждан и многомиллиардных убытков государства. Пятое. Продвижение поправок к закону об энергетике, открывающих путь грабительской приватизации объектов энергетической отрасли, необоснованное завышение тарифов на электроэнергию. Шестое. Грубейшие технические нарушения и завышение цен при ремонте ВЛ Чугуара. Седьмое. Полное отсутствие открытости власти при принятии решений. Систематическое нарушение законов о доступе к информации и о СМИ. Восьмое. Продвижение внешнеполитических инициатив, способствующих изоляции нашего государства. Критическое ослабление работы по связям с соотечественниками в Турции и на Ближнем Востоке. Девятое. Подписание соглашения по передаче части территории города Пицунды в собственность и под юрисдикцию иностранного государства, проведенного с грубейшими нарушениями законодательства. Десятое. Продвижение законопроекта об апарт-отелях, представляющего угрозу демографическому балансу в Абхазии. 11. Легализация торговли с Грузией, выдача разрешений на открытие магазинов беспошлинной торговли на границе с Грузией. 12. Недостаточное и хаотичное действие руководства по усилению обороноспособности страны. Неверная оценка военных угроз и связанных с ним приоритетов финансирования армии. 13. Отсутствие экономического роста собственного производства, экспорта. Дефицит республиканского бюджета в размере более 1,5 миллиарда рублей. Требуем от президента подписания указа об отставке Кабинета министров Республики Абхазия, отзыва соглашения по госдаче Пицунде, возвращения в социально ориентированному тарифу на электричество, остановки продвижения законопроекта о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов и соглашения с Российской Федерацией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам. Если в течение 2 недель глава государства не выполнит все наши требования
и не подпишет указ об отставке антинародного кабинета министров, политические партии и общественные организации объявят дату проведения акции протеста в городе Сухум. Подписали Республиканская общественная организация АРВА, Республиканская общественная организация АНД, Республиканская политическая партия ФНА, Республиканская политическая партия АПСН, Республиканская общественная организация АМТА. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, все вы были ознакомлены с общим нашим заявлением. Оно вызвано тем, что это довольно жесткое заявление, но оно вызвано тем, что на протяжении 3 лет власть целенаправленно и последовательно ведет антинародную политику. Национальная повестка полностью отсутствует. Вопросы демографии, вопросы здоровья нации, вопросы образования нации, вопросы развития культуры, абхазского языка. Все эти вопросы и многие другие не менее важные вопросы отодвинуты на второй план. На повестке сегодняшнего руководства исключительно вопросы по продвижению интересов иностранных олигархов крупного капитала, который пытается завладеть лучшими территориями, ресурсами, землями Абхазии. В этой модели, которая создается на наших глазах, абхазского народа нет. Нет нас с вами. И все это побуждает нас всех вместе встать на защиту нашего народа. Вместе с тем, мы это решение принимали не единолично. Были проведены собрания в городе Гудаута с общественностью Гудаутского района. Было проведено собрание в городе Сухум, в городе Ачимчира с общественностью Ачимчирского района и другие встречи и консультации. Люди задают один вопрос. Почему власть не слышит народ? Почему власть не слышит вас? Действительно, мы предполагали ряд усилий, шагов навстречу власти, предлагали свои инициативы, участвовали в разных комиссиях. После выборов, вы знаете, мы сделали все для того, чтобы власть в комфортных условиях сформировала команду. Не делали никаких митингов, не перекрывали дорог, не жгли покрышки, не захватывали здания МВД, хотя поводов было более чем достаточно. Но, к большому сожалению, власть оказалась слепа и глуха к требованиям, обоснованным требованиям народа, общественности, представителей политических и общественных партий. Поэтому было принято вот такое решение. Конечно, может много вопросов возникнуть и непосредственно к президенту. Почему речь идет о кабинете министров? Мы думаем в первую очередь о своем народе. Это цивилизованный путь. Ничего страшного не произойдет, если кабинет министров будет отправлен в отставку. Этот кабинет министров, который действует сегодня, это уже 17-й по счету. Будет 18-й, если не справится, будет 19-й. Естественно, мы, как представители оппозиции, руководители оппозиции, не претендуем ни на какие должности, чтобы на эту тему тоже никаких спекуляций не было. Это будет сигнал от главы государства, что он поворачивается в сторону народа, что он возвращается к национальной повестке. Если этого сделано не будет, то мы будем вынуждены, как было здесь выше сказано, обратиться к народу Абхазии и здесь в городе Сухум обозначить дату и время массовой акции протеста и организовать митинг. Спасибо за внимание. От имени АРВА тоже коротко хотел бы добавить. Как мы знаем, как мы помним, наша организация объявляла в свое время о моратории на проведение различных акций протеста, митингов и так далее. То есть мы давали возможность действующей власти время для того, чтобы поработать, не мешать. У нас не в характере, у нас в планах это никогда не было, перекрывать дороги, то есть проводить акции, которые абсолютно разнятся с Конституцией и законом нашей страны. Как известно, из всех
политических организаций и общественных организаций, именно АРВА входила в различные государственные комиссии, в том числе и в межгосударственной комиссии по делимитации государственной границы. Мы, к сожалению, вынуждены были выйти со всех государственных и правительственных комиссий в связи с тем, что правительство, президент подписал распоряжение о торговых отношениях с Грузией. Поэтому мы считаем, что действия исполнительной власти в целом не соответствуют интересам нашего народа и государства. Поэтому мы поддерживаем, будем активно поддерживать в рамках закона и Конституции митинги, акции протеста. Спасибо. А теперь, если можно, прессу попросим удалиться. У нас в закрытом формате еще есть два вопроса, которые мы должны